Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез – мечта хозяйки. Настоящий, любимый, заботливый. Вы хотите приготовить что-то особенное для своей семьи, но среди обилия традиционных блюд сложно выбрать? Сегодня мы напомним вам рецепт старинного крымско-татарского блюда, а поможет нам в этом наша гостья Севиля Ханум Абдулфеттаева, учительница русского языка и литературы школы номер 18 города Евпатории. Хош келдіңіз, Севиля Ханум. Ассаляму алейкум. У меня сразу ассоциация с Евпаторией. Море, солнце, пляж. Скоро так оно, сезон. в принципе, есть, да. А часто ждем бываете тепла. на море? А то, как говорят, сапожник без сапог. Ну, честно говоря, так оно и есть. Обычно все жители курортных городов сами, как вы говорите, очень редко находят время для того, чтобы побывать, выйти к морю, хотя бы просто подышать морским воздухом. А почему так складывается? Настолько заняты? Отчасти, наверное, да, или, скорее всего, когда есть, не ценишь, может, так, как это Приедается, делают, да, наверное, те люди, да? для которых это действительно редкость. Что будем готовить, Севиля Ханум? Сегодня мы с вами будем готовить, да, традиционное национальное блюдо дорт кескен. Откуда вы унаследовали такое блюдо? Из семьи, конечно, от моей мамы, в первую очередь, мама от своей мамы и так далее. Блюдо достаточно несложное, в принципе, я думаю, отчасти, может, знакомое. Дорт кескен, что в переводе означает «поделенное на 4 части». По сути, это привычные для многих чебуреки, но круглой формы, с творогом, которые после приготовления уже делятся на 4 части, и получаются такие уголочки. Ух ты, как интересно. Да. Ну что, начнем? Да, Что нам для этого начнем. нужно? Значит, нам Сделать понадобится, тесто, да? да, для начала, конечно, тесто приготовить. Тесто обычное, пресное, которое мы сделаем при помощи воды, муки и соли. Все, ничего Всё лишнего. элементарно. Да, очень просто. Вот. Приступим? Да, я начну с теста, а вас я бы хотела попросить мне приготовить зелень. Ее нужно будет нашинковать. С Да, ее привилегией. мы будем использовать для нашей начинки. Смешаем с творогом. Зелень, в принципе, каждый может подбирать по своему вкусу, кто что любит. Но мы вот взяли более традиционный укроп, лук зеленый. А желающие могут добавить и петрушку, и кто что любит, в общем. Значит, я начну с теста. Нам понадобится мука. Вот, сейчас мы ее всыпем. Немножечко соли. Да, и водичка. Ничего сложного. Севилечка, с чего вдруг у вас появилось желание стать учителем? Начнем с того, что моя мама тоже учительница, поэтому я выросла в этой среде. И желание стать учителем, наверное, еще в школе, я думаю, появилось. А своего первого учителя помните? Халюпе Аметовна. Правда, она проучила меня только в 1 классе. Вот. И как-то так сложилось, что у меня учителя постоянно менялись. Мы переезжали к тому же. И учителей было много, честно говоря, в моей школьной жизни, да. Но ее я помню, да. Халюпе Аметовна, ей большой селям, если она нас смотрит. Селям сізге, Халифе Ханум. Глядя на свою маму, она была вашим примером. Да, конечно, Наверное, первым. главным наставником была все-таки мама по жизни, Ну, да? конечно, она, в принципе, и остается моим наставником и по сей день. К тому же мы сейчас с ней работаем в одной школе вместе. По сей день работает? Да, она продолжает А работать. мама ваша учитель каких? Она учитель крымско-татарского языка и литературы. Вот. Работает тоже вместе со мной. Работаем мы в одной школе. Школа номер 18. Расскажите о да. своей школе. Это школа национальная с крымско-татарским языком обучения. В нашем городе она такая одна. Поэтому мы пытаемся, скажем так, соответствовать своему статусу, достойно всегда показывать себя на всевозможных уровнях, будь это городской уровень, либо республиканский. Пока получается, надеюсь, что мы будем и дальше также продолжать достойно себя показывать. Машаллах сізге, успехов вам, чтобы всегда побеждали на всех Сарвамас. олимпиадах, были Сарвамас, первыми. Да, стараемся. А где учились, Севилечка? Пошла в 1 класс, это был еще Раздольнинский район, Серебрянская школа средняя.
Там я проучилась до 3 класса. Вот. И затем, когда мы уже переехали в Кизлев, в Евпаторию, соответственно, перешла в другую школу и там уже доучилась. Закончила нашу же тоже Милли Мектеп БМС 18-ю школу. Затем я поступила учиться на филологический факультет. Тогда это был еще Таврический национальный университет. Теперь это КФУ, всем известный. Закончила тогда еще, это был факультет украинской филологии. Затем отучилась, вернулась в нашу же школу, опять-таки начала работать уже в качестве учителя в своей родной школе. Затем переучилась на учителя русского языка и литературы. Вот. Ну, сейчас, в принципе, им и работаю. Кизлевский лук ваш такой. Да. Я от него плачу. От души. От души, скажем так. Та пахла донкуресмус. В принципе, лука будет достаточно, я думаю. О, я очень Как раз рада. больше не придется плакать, да. Отлично. Севиля, скажи, а преподаешь старшеклассникам либо малышам? Ну, есть у меня разные детки. Вот. И работаю я уже 7 лет, и за эти 7 лет пришлось с разными детками поработать, в принципе, как с малышами 5-6 классы, так и со старшими классами 10-11 класс. А с кем проще? Честно говоря, я когда шла работать в школу, я думала, что проще будет с малышами. Или мне было попроще со старшими классами, не знаю. И сейчас вот в этом году Космет-ИТ выпускаю 11 класс. Как я начала работать, я их взяла в 5 классе, и вот уже они подросли, из маленьких деток превратились уже практически Вы стараетесь во быть взрослых. другом для них? Либо вы строгая учительница? Ну, скорее всего, конечно, друг, хотя метод кнута и пряника нужно использовать Присутствует, все-таки, да? да, я думаю, да, без этого нельзя. А помните свой самый первый урок? Какие были мысли, когда вот вы шли на первый свой урок? Сейчас, честно говоря, Боялись? трудно вспомнить. Было волнение, конечно, да, было. Вот. Но больше, наверное, было волнение, когда был не вообще первый мой урок, а первый урок в старших классах. Вот тогда действительно было волнение, когда я впервые попала в 10 класс. Потому что разница в возрасте. Да, во-первых, велика. разница, да, я и внешним видом особо от них не Не отличалась, да. В принципе, и точно. сейчас тоже, да. Поэтому вот трудно было этот барьер немножко сохранить первое время, но потом привыкли они, и я, нашли мы контакт с ними. Но удается содержать какую-то дисциплину в классе? Слушаются? Или все-таки бывают, что... Бывает, Выводят конечно. вас. Все-таки это дети в первую очередь. Дети, они и есть дети. Вот. Роботов мы из них, конечно, не слепим никогда. Мгм. Ну, в принципе, я считаю, что отношения между учителями и учениками должны быть взаимны. Если учитель относится по-хорошему к своим детям, старается найти с ними контакт, у него есть желание, интерес с ними общаться и приходить к чему-то, к какому-то результату, то и дети, в принципе, ответят тем же. Прежде всего, Поэтому- профессия должна нравиться. Ты Это должен да. идти на работу с душой. Да, правильно? особенно в нашей профессии, если не идти с желанием, мне кажется, будет очень сложно. А что дома? Тоже тетрадки? Проверяете, наверное, эти все работы. Ой, ну, бывает, да, работы достаточно, конечно. Для отдыха времени мало. Особенно в последнее время, да, ее прибавилось. Кроме того, что я веду русский язык и литературу, последние 2 года еще работаю педагогом-организатором. в Вот об своей этом школе. поподробнее. Да, Что такое педагог-организатор? педагог-организатор – человек в школе, который организовывает, скажем так, мероприятия всевозможные, Так. участие в конкурсах, соревнованиях и все вытекающие отсюда обстоятельства. Нравится, да, но единственное, вот свободного времени не остается вообще. Практически его нет. А сами принимаете участие в этих мероприятиях? Конечно, в этой работе вообще нужно начинать всегда с себя, показать пример. Приходится, как правило, работать с детьми, которые тоже вот с большим интересом все это делают. Очень живые дети, активные. И вот глядя на них тоже, как говорится, нет ни минутки, чтобы расслабиться. И хочется с ними тоже в ногу идти, не уступать, а наоборот тянуть их за собой. Я вспоминаю свои школьные годы, и мои одноклассники больше любили вот как раз-таки подготовку вот к этим различным мероприятиям, Да. нежели уроки. Ну, Как же конечно, это нам нравилось? ну, конечно, представляю
представьте, тут не заставляют тебя что-то учить, писать. Как правило, это дети творческие тоже, которые любят и петь, и кто-то танцевать, кто-то... У кого-то есть актерские способности какие-то, кто-то любит пошутить, попрыгать, побегать. Поэтому, конечно, здесь они показывают себя на все 100 выкладываются, конечно. Замечательно. Поэтому это им намного интереснее. Севилечка, я вижу, тесто уже готово. Что будем дальше делать? Теперь можно я перейду, да, на «ты»? Конечно. Если не против. Я попрошу С тебя удовольствием. подготовить начинку. Сейчас мы займемся начинкой. Для этого нам понадобится творог, его нужно будет помять. Так, давай я, наверное, возьму такую вот побольше. Да, посуду. побольше нам мисочка понадобится. Так. Туда же мы добавим зелень и пару ложек сметаны. И даже Чтобы- сметанки. Да. А сметанку для А, чего? Во-первых, чтобы творог не был сухим, вот, ну и добавить немножечко вкуса, конечно, тоже. Я пока продолжу заниматься тестом. 7 лет ты уже в этой школе преподаешь, да? 7 лет. Это достаточно долго. Ну, честно говоря, пролетели они как-то незаметно для меня. Незаметно? Да. Школу свою знаешь хорошо? Думаю, да. А ну-ка, я тебя сейчас проверю. Давайте. Как зовут вашу директрису или У директора? нас директор, Как мужчина, Ашуров Назим Ибадулаевич. Помню, ты смотрите. Начальство нужно знать. А как всегда. зовут буфетчицу? Лиля Ханум. Тоже помнит. Без Так, буфета в что бы школе такое тоже задать? никуда. А сколько этажей в школе? 2, к сожалению. 2. Тесновато у нас. Школа да. небольшая, да? Небольшая школа, но приходится нам работать 2 смены. Вот. Сейчас у нас обучается в школе 360 деток. Ого! Поэтому, да, здание у нас небольшое, ютимся, но пока выкручиваемся. Будем надеяться, что когда-нибудь она станет просторнее. Надеемся, да. Мы ждем вот тоже каких-то перемен. Надеюсь, что они не за горами будут, эти перемены. Севильчика, смотри, что еще добавлять? Соль, Да, немножечко соли, буквально щепотку. щепоточка соли. Ну, здесь опять-таки может каждый по вкусу добавлять. Это Мгм. кто-то может любить посолонее. Вот ты учитель русского языка и литературы. Сейчас достаточно сложная программа. Да. Как ты к этому вообще относишься? Справляются дети? Либо все-таки им очень сложно? Есть, конечно, сложности, особенно связанные со сдачей экзаменов в выпускных классах. Теперь у нас 9-11 класс обязательно сдают экзамен по русскому языку. Конечно, есть с этим сложности при подготовке. Опять-таки, многое зависит, мне кажется, от взаимосвязи ученика с учителем. Если эта взаимосвязь есть, то, конечно, и работа потом дает результаты. У вас она есть, взаимосвязь? Надеюсь, что есть. Ну да, конечно, стараюсь. Без этого никак, я думаю. Я думаю, что твоим ученикам будет приятно посмотреть на тебя. Я надеюсь, надеюсь. А вот кого любишь из писателей почитать? Ну, скажем так, из классики русской. Классика, да, это в русской литературе это наше все, конечно, как говорится. Честно говоря, когда стала уже учителем русского языка и литературы, тоже многое пришлось перечитывать заново, осознавать, скажем так, по-другому вместе с ними, особенно программа старших классов, 10-11 класс, там, конечно, достаточно объемные произведения, но, тем не менее, это произведения, конечно, которые, мне кажется, нужно знать и хотя бы раз в жизни прочитать, я думаю. Это, конечно, и Достоевский, это и Тургенев, наши А классики. Тургенева читаете много чего, либо какие-то конкретные произведения? Ну, например, в 10 классе одно из самых известных произведений «Отцы и дети». Как раз тема достаточно актуальная для детей в таком возрасте. Это Достоевского спор что? поколений. «Преступление, Достоевский, наказание»? Конечно, да. «Преступление, наказание». В 9 классе это «Белые ночи». Ну и поэзия, конечно, «Серебряный Ну, век». конечно. Как же без нее Как же без 11 класс, да. А любимое стихотворение есть? Вот, честно говоря, поэзия, да, поэзия, мы все говорим, все это красиво, но я больше любитель прозы, вот не знаю почему. Я люблю лучше засесть, потратить время, почитать, да, до полуночи, но, тем не менее, вот прозе как-то лежит моя душа больше. Ну, люблю произведения со смыслом. Да, То есть, когда ты что, что-либо да, берешь есть. читать,
Человек потом должен для себя сделать какой-то вывод. Да, конечно, что-то То для есть- себя вынести обязательно. Так, нож я могу взять, да? А можете взять, какой вам удобнее. Это что ты будешь делать? Да, сейчас мы сделаем небольшие биточки, Биточки. И потом что будешь делать? которые мы будем потом раскатывать. Ты обычно какие делаешь? Большие или поменьше? Делаю в средние, не слишком маленькие. Слушай, а давай я пока поставлю маслечко наше. Да, это нужно сделать. Давай Да, будем пока разогревать. оно будет прогреваться, да, обязательно. Так. Техника у нас прекрасная. Сейчас все очень быстро у нас разогреется. Смотри, какая красота у меня получилась. Ой, хорошо. И запах такой сразу прям. Перчик не добавляешь, да? Нет, я не добавляю. Учителю острых ощущений хватает в школе. В школе. Да. Да. А какие-то запоминающиеся мероприятия были вот? Сейчас вот готовимся с командой КВН нашей школьной. Как называется ваша команда? Вот название как раз-таки мы еще не придумали. Не придумали? Да. Дело в том, что в этом году сформировала новую команду. В прошлом году у нас была тоже команда, но это теперешние 11-классники, которых я уже, скажем так, оставила в покое. Пусть они почивают. Вот. Сформировала новую команду, новые дети. Хочется какое-то тоже другое название. Пока думаем. Это ученики каких классов? Сейчас это у меня ученики 8-9 классов. Вот, готовимся, у нас будет городское соревнование между школами города Косметити. А в прошлом году с нашей командой, которая называлась Шонщун, поехали на республиканский конкурс, где проходило И соревнование. как успехи? Ну, не первое место, но призовое. Тем не менее, учитывая, что мы вообще участвовали впервые в таком конкурсе, дети остались очень довольны, конечно. Это вот для меня тоже было что-то новое. Супер. Конечно, много ощущений, эмоций. Когда в этом году готовишь команду, конечно, уже знаешь какие-то где-то моменты, тонкости. Так, что ты делаешь? готовимся. Так, мы сейчас делаем такие вот биточки. И затем мы их будем раскатывать. Будет достаточно. Я дома очень часто делаю янтах. Янтах – это у меня каждую неделю. Да. Ну, вот у нас секрет наш такой Как-то у нас именно с чебуреками не сложилось дома. Дортки скен именно у нас очень любит папа наш, Бабамас, именно с творогом. Почему? Не знаю. Как все-таки проводишь выходные, Свиля? Ну, все-таки какие-то увлечения же есть, наверное. Последнее время мои увлечения, скажем так, даже это как-то проходит вот неосознанно бывает. Продумываешь в голове какие-то идеи будущих сценариев, каких-то конкурсов, какие-то песни запоминаешь интересные. И в Да, такой да, да. работе тут и актер, и певец, и режиссер. Приходится, да, Такое сочетание. новые горизонты открывать для себя, скажем так. Ну и, конечно, дети всегда источник вдохновения. В процессе бывает всякое. К тому же каждый ребенок индивидуальный, чтобы никого не обидеть, как-то не задеть. Это все тоже очень важно. Давай, может быть, чтобы они тебе не мешали? Да, ну я думаю, этого будет достаточно. И мы Да, будем этого уже будет достаточно. раскатывать. Так. Раскатываешь тонко? Да, стараюсь не толстыми, потому что мы их будем еще скреплять. Наверное, я уже буду разогревать масло. Да, я думаю, уже можно Сколько наливать? наливать побольше. Обильно Всё, так, да, обильно. не жалея. Ну все, я думаю, будет достаточно. Все, пусть оно у нас нагревается. Для тебя лично что такое быть учителем? Я думаю, что это именно, конечно, в первую очередь быть наставником, потому что мы, по сути, готовим детей к взрослой жизни. Вот, и важно дать им не только знания по определенным предметам, а и какую-то ориентировку, наверное, в обществе, при общении с людьми, быть вот готовым к той самой, да, взрослой жизни, о которой мы им постоянно говорим. Наверное, вот это и есть, наверное, мне кажется, быть учителем. Быть советчиком. Вот.
Есть такие вот очень строгие учителя. Я знаю, что некоторые бьют даже там, мелом по голове Ну, или еще что-то. да, Как ты относишься я к таким слышала про преподавателям? такие случаи тоже. Ну, нет, конечно. Это я хорошо или считаю. плохо? Нет, это, конечно, ничего в этом хорошего нет. Единственное, к сожалению, такие моменты бывают. Учителя тоже люди. Мгм. И бывает, что, конечно, ученики доводят до такого состояния, что учитель тоже нервничает, переживает, волнуется, выходит из себя. Но я думаю, учитель на то и учитель, что должен сохранять вот это спокойствие, держать себя в руках, конечно, всегда. Равновесие. Да, лучше, мне кажется, если есть какая-то проблема, то решать ее уже индивидуально, мне кажется, с ребенком, чем вот так воспитывать, скажем, такими методами его при всем классе. Мне кажется, каждый учитель должен сам для себя решить, выбрать вот какую-то манеру общения, её Методику выстроить, свою. да, выстроить эту методику, и уже каждый учитель тоже индивидуален. По поводу школьной формы, у вас есть она? Это классическая форма, белый верх, темный низ. Стараемся ее придерживать, конечно. Но бывают нарушители. Не без этого тоже. Девочки, которые любят помодничать, одеть какие-то платья, юбки и так далее. Да и мальчики, это любимая у нас спортивная форма, с которой мы все боремся, никак ее не поборем. А не было у вас такой идеи, допустим, у вас же школа с крымско-татарским? Да, вот мы сейчас как раз... Сделать что-то в этом стиле. Вот, да, мы как раз сейчас обдумываем вариант, будем заказывать для пошива форму с национальным элементом. Посметите к следующему году, я надеюсь, мы будем все уже красивые, в одинаковой форме. Свечка, а может мы Да. уже один сделаем, и я начну его жарить? Да, Давай? давайте, наверное, мы начнем, Вот смотри. чтобы не тратить Это тебе время. нужно будет? Да, значит, делаем мы следующим образом. Мастер-класс. Ну, я думаю, мне до идеала тоже еще далеко. Я пока Пожалуйста. учусь. Начинки много. Да, мы сейчас ее будем выкладывать. Вот. Я не волшебник, я только Я учусь. только учусь, да, учусь у своей мамочки. Вот, пока. Даже учителя учатся у кого-то. Конечно, Чему-то. конечно. Вообще, мне кажется, учитель – такая профессия, человек, который учится всю жизнь. Накрываем. Приготовим тарелочку. Главное, Так. хорошенечко залепить края, чтобы у нас начинка наша при жарке не То есть на выскочила. один раскатанный ты Да, кладешь начиночку накладываем и сверху начинку, еще сверху один закрываем накрываем. другим. Да. Так. Мы привыкли, да, чебуреки, как обычно, Мгм. все это. Да, здесь мы делаем другим. Лепим Круглые формы. хорошенечко края. Да, правда, у меня сегодня с кругом немножко получилась беда. Но ничего, я ж не математик, я гуманитарий. Да Так. нет, очень даже красиво. Так, ну и поехали. Тоже главное, чтобы у нас красивенько все вышло. Отлично. Почти даже красиво. А в школе хорошо училась? Да. Хорошо. Я учила, да, без лишней скромности, скажем так. Вот, один у нас готов. Мы можем Ну, давай, уже будем жарить. смелодеп аккуратненько закладываем. Так, теперь главное за ним уследить. Я буду смотреть за ним, не переживай. Хорошо, доверяю. Севильчика, смотри, я думаю, уже готова. Вот такая у нас получилась красота. Ты теперь будешь превращать Да, это чудо-блюдо нехитрым в способом. дорт-кескен. Для приготовления дорт-кескен нам потребуется 500 граммов муки, 200 миллилитров воды, 500 граммов творога, 2 чайные ложки сметаны, зелень и соль по вкусу. В муку добавляем воду и соль, замешиваем тесто. Творог смешиваем со сметаной, зеленью и солью. Для одной порции раскатываем 2 круга одинакового размера. На один кладем начинку, другим покрываем. Жарим на раскаленном подсолнечном масле до золотистой корочки. Ашенес татлоусан. Хрустящие получились. То есть вот таким нехитрым способом делим Да. на 4 части. До 4, я думаю, все считать умеют. Поэтому... Для этого не нужно быть преподавателем. Я думаю, что вот именно сочетание такого жареного теста и творога
будет более, знаешь, вот как легкая пища, Да, чем с мясом. Да, конечно. Будем В пробовать? общем-то, да, будем пробовать. Знаешь, что я тебе хочу предложить? Вот такой вот соус тартар торговой марки «Мечта хозяйки». Давай попробуем. Давай попробуем с ним. Да, попробуем. И скажешь, как оно. Хорошо. Так Соусом. буду пробовать первый раз. Ну, а вообще, кто как любит, можно со сметаной, с кефиром, с соусами. Это уже личное дело каждого. Супер. Да, очень вкусно. Как же это вкусно. Да, В сочетании с соусом нравится как-то тебе? по-другому, да, воспринимается необычно. А потому Первый что раз. это наша торговая марка «Мечта хозяйки». А торговая марка «Мечта хозяйки» делает только отборные, лучшие майонезы и различные соусы. Очень вкусно. Нужно будет дома тоже попробовать. Ну как? Супер. Холарын дерт кормесін, как говорят наши крымские татары. Сабнс. Чох сагу, Севельчика. Я тебе хочу подарить вот такой презент от нашей торговой марки «Леба». Еще и подарки. Конечно, это наша традиция. Дарю тебе от души. Саубанс. Хави и чесанма. Обязательно, конечно. Ну вот, будешь петь и вспоминать нас. Саубанс. Чок саубанс. Пожелай что-то нашим телезрителям. Что я хочу пожелать? Хочу пожелать всем нашим зрителям добра. Всегда оставайтесь добрыми, потому что я считаю, что все-таки добра в нашем мире должно быть больше. Берегите свои семьи, цените своих родных. И хошкильгнас кизлевге. А я вам желаю, чтобы ваших детей учили вот такие милые, позитивные и добрые учителя. Оставайтесь с нами и смотрите нас каждое воскресенье в 10:00 на телеканале «Миллет». Софрага Буйранас. Устал сегодня, но я тебе немного помог. Майонез купил. Майонез «Мечта хозяйки». Настоящий, любимый, заботливый.